В Уфе провели сложнейшую операцию на головном мозге 9-летнего мальчика. После удаления патологического очага ребенок больной эпилепсией может справиться с недугом без противосудорожных препаратов, которые со временем теряют эффективность. В Приволжском федеральном округе подобные манипуляции проводят только в Уфе, расскажет наш корреспондент Элина Садыкова. В снимках видны участки фокальной дисплазии височной доли, который подлежит микрохирургическому удалению. В области виска у ребенка обнаружен эпилептогенный очаг. Существует несколько видов эпилепсии, один из которых медикаментозному лечению не поддается. В таком случае без операции не обойтись. Ребенок, лежащий на операционном столе, страдал от этой болезни 7 лет. Нам нужно, чтобы больные, которые годами лечатся противосудорожными препаратами без эффекта, чтобы они обращались, чтобы их направляли к нейрохирургу, чтобы провести соответствующее обследование и выявить патологический очаг, который подлежит микрохирургическому удалению. В Уфимской республиканской детской клинической больнице такие манипуляции проводят при помощи микрохирургической аппаратуры. Операционная оснащена микроскопом, ультразвуковым аспиратором, а также навигационным оборудованием для того, чтобы попасть в цель максимально точно. У нас совмещается навигационное оборудование и операционный микроскоп. В 80% случаев после операции пациенты полностью излечиваются и начинают жить полноценной жизнью. Продолжает наблюдаться у невролога, эпилептолога. Также мы проводим контрольные исследования, больной показывается к нам. Через некоторое время больной, если у него данные обследования нормализовались, может полностью избавиться от противосудорожных препаратов. В республике более 3000 детей, больных эпилепсией. Каждому 10-му из них необходимо хирургическое вмешательство. Многие родители не знают о том, что в республике проводят микрохирургическое удаление патологии, поэтому едут за лечением за границу. В Уфе же такие операции по квоте делают бесплатно. Элина Садыкова, Шамиль Каримов. Новости Уфа.